Прежде чем сесть за стол переговоров, рабочая группа посетила в Магасе ряд социальных объектов. Зампред и министры выслушали, на что сетуют руководители школ и больниц, и теперь готовы обсудить эти вопросы с мэрией города. Сегодня, в частности, со стороны эндокринологического диспансера, была высказана просьба об организации расширения площадки для стоянки автотранспорта тех граждан, которые прибывают в это учреждение. Администрация города обещает рассмотреть этот вопрос, оказать содействие. Подобные выездные совещания правительства запланированы по всем муниципалитетам. На месте легче разобраться, какие проблемы в том или ином населенном пункте. Заместитель председателя правительства Хусен Зурабов отвечает за социальный блок, курирует Министерство труда и социальной защиты, здравоохранения и образования. Представители этих ведомств периодически собираются за одним столом. На этот раз рассматриваются вопросы жителей Магаса. Так, к примеру, здесь озвучили вопрос о том, что скорая помощь в столицу зачастую едет совсем не скоро. Время доезда скорой от 20 до 40 минут – это норматив российский. Вот это нам и нужно было. Но он доезжает, скорая доезжает. Да, они говорят, 30-40 минут мы ждем скорую. Такие мероприятия, как обратная связь. Жители обращаются в администрацию города, а далее вопросы поднимаются на подобных встречах. Идея проведения выездных совещаний принадлежит главе региона. По мнению Юнусбека Евкурова, необходимо также проводить мониторинг качества оказываемых социальных услуг, изучать проблемы населения и оперативно на них реагировать. В зале также поднимают нашумевшие этим летом вопрос о зачислении детей в школы столицы. Зампред подчеркивает, что нужно сделать все, чтобы история не повторилась. Здесь очень много людей, которые обращаются по приему в школу, но при этом они не прописаны. Не прописаны, потому что дом еще не сдан в эксплуатацию, но они там уже живут, факт проживания у них есть, они требуют, чтобы мы их приняли, а у нас нет никакого документа о том, кроме их факта проживания, о том, что они жители города Магаса. Вот сейчас вот эта проблема опять встанет. Прием начнется, они будут говорить о факте проживания, а никакого документа у них нет. Вот если дом не сдан, почему... Хорошо, вы тогда составите несколько списков. Тот, кто имеет все законные документы, второй список, который вот этот вы говорите. Временно не, вот это как в резерв пойдет. Но их потом сначала зачислить тех, кто действительно и прописан, и проживает, и все у него на свете есть. Руководитель реабилитационного центра рассказал об открытии у них еще одного направления – ипотерапия. Процедура помогает поставить на ноги детей с ДЦП. Сейчас общая задача правительства и города – найти место для содержания лошадей. Межведомственное взаимодействие помогает решать подобные проблемы и не только. Это очень полезно в том плане, что качество работы этих учреждений в результате должно улучшиться. Земельные и налоговые вопросы, диспансеризация детского населения, а также качество образования. Вот неполный список обозначенных тем, для решения которых необходимо время. Зарема Ивлоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.